Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Эндокринология остается одной из самых неизвестных, мистифицируемых областей медицины. Между тем, нередко за утомляемостью, избыточным весом, нарушением сна, повышенным уровнем сахара в крови и даже за быстрым старением стоит именно гормональный дисбаланс. Дефициты жизненно важных витаминов и микроэлементов или сбои в работе внутренних органов, которых человек может даже и не догадываться. Обо всем этом и не только мы поговорим сегодня с главным внештатным эндокринологом Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, заместителем директора по клинической работе Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Любовью Садыковой. Добрый вечер, Любовь Ахмедовна. Добрый вечер. Давайте поговорим о том, как гормоны в целом влияют на нашу жизнь, насколько важно заботиться о гормональном балансе в нашем организме. Безусловно, все жизненные процессы очень сильно зависят от функции гормонов. И если говорить об эндокринологии как о науке, то это действительно наука о железах внутренней секреции. И чаще всего, если мы говорим о патологии, то есть о заболеваниях эндокринных, они характеризуются либо избытком выработки гормонов, который обусловлен чаще всего органическим поражением, то есть наличием опухоли, либо, наоборот, дефицитом в силу каких-либо причин. И все это является причиной клинических проявлений, которые идут в рамках эндокринных заболеваний. Иногда говорят, гормоны виноваты. Перепады настроения, еще там бывают разные вещи. Потом, когда человек набирает вес, получается, что гормоны могут резко разбудить среди ночи и отправить к холодильнику наесться, допустим, или и в туалет сбегать, или еще что-то. Так ли это на самом деле? Действительно, гормоны играют очень важную роль, но все-таки говорить о том, что это связано лишь с избытком гормонов, наверное, не совсем правильно, поскольку и избыточный вес, и ожирение — это те состояния, которые, в общем-то, зависит от многих факторов, и чаще всего, наверное, у нас считается 1/3 населения вообще в мире страдает ожирением, и более половины из них — это все-таки так называемое алиментарно-конституциональное ожирение, то есть обусловленное все-таки перееданием, как бы это не было обидно пациентам с ожирением, и генетическим уже свойствам организма. Да? То есть это генетически закладывается определенная скорость обмена веществ. А если говорить о именно влиянии гормонов, то буквально несколько назад очень модно было говорить о гормоне лептин, который, в общем-то, как раз необходим для того, чтобы человек вовремя ощутил насыщение. Да? И оказалось, что у людей с избыточной массой тела лептин достаточно низковат. Да? То есть данный гормон имеет значение, но оказалось, что не такое уж прям превалирующее. Следующий момент по тем гормонам, которые также являются либо катаболическими, либо анаболическими. Да? В частности, например, гормон роста. Мы знаем, что гормон роста необходим для того, чтобы организм рос, и примерно к 30 годам уровень гормона роста он уже прекращается, начинает идти к снижению, и в это время как раз люди чувствуют, что им достаточно сложно скинуть вес, они набирают быстрее вес и так далее. То есть гормон роста тоже принимает в этом участие. И основной, наверное, гормон, о котором очень часто говорят, это гормон инсулин. И у пациентов с ожирением очень часто бывает состояние так называемой инсулинорезистентности. И она делится как на печёночную, так и на периферическую. И чтобы организму преодолеть эту нечувствительность к инсулину, для того, чтобы клетка открылась и туда проникла глюкоза для основной своей функции сгореть с выделением энергии,
соответственно, компенсаторно начинает вырабатываться большее количество гормона инсулин. А как мы знаем, инсулин — это, в общем-то, яркий представитель анаболического гормона, то есть он приводит именно к накоплению жира. Да? То есть вот это еще один гормон, который участвует в этом процессе. Ну и, наверное, стоит сказать о гормонах щитовидной железы, которые отвечают у нас за скорость обмена веществ. И если речь идет о переизбытке, основной клинической картиной будет снижение веса. Наоборот, при гипотиреозе, при снижении функции щитовидной железы, это будет снижение скорости обмена веществ. Кроме того, при данном заболевании мукополисахариды притягивают жидкость, и это отечность, которая будет больше значит, выражать это ожирение, ну и накопление веса. Ну и последнее — это надпочечниковая система, гипоталамо-надпочечниковая система, когда мы говорим о гормоне кортизол. Да? Кортизол — это основной, в общем-то, чаще всего глюкокортикоиды из этого ряда гормонов. Это гормон стресса, по-другому говорим. Да? Поэтому если говорить не о алиментарно-конституциональном ожирении, а уже ожирении, обусловленном нарушением эндокринной системы, то чаще всего мы говорим о состоянии гиперкортицизма. Да? Может быть, слышали болезнь Ицтка-Кушинга, да, когда большое количество гормонов надпочечника вырабатывается, в частности глюкокортикоидов. Может быть, вы слышали состояние, когда лечат больных по той или иной причине данными препаратами, сразу начинают набирать вес. Но там есть определенная особенность, которая обусловлена тем, что данные гормоны приводят к отложению жира в определенных частях тела. То есть это получается область лица, лунообразное лицо, это область шеи, седьмого шейного позвонка, буйвола, бугорок мы еще называем, надключичных ямок, в области живота, да, с определенными еще характеристиками, такими как растяжки в виде ярко-багровых стрий. А относительно значит, вот, данных частей тела, которые я назвала, руки и ноги будут относительно худые. Ну вот как раз вы уже начали затрагивать ряд эндокринных заболеваний. Вот в целом, что распространено у нас в республике, на что следует обращать особое внимание, ну и, конечно же, какие же факторы риска для развития эндокринных заболеваний? Ну, если брать статистику, и это, в общем-то, во всем мире, и у нас в России, и в Якутии, это сахарный диабет второго типа. Не надо путать вот первый и второй тип, потому что первый тип — это определенное генетически обусловленное аутоиммунное заболевание, которое, в общем-то, у нас практически на одном уровне находится. А вот сахарный диабет второго типа, который очень сильно зависит от внешних факторов, это и вот переедание, о котором я упомянула, и чаще всего это все-таки не только высокая калорийность продуктов, но и плюс все-таки переизбыток легко усваиваемых углеводов, то есть не рациональное, да, соотношение белков, липидов, углеводов, плюс гиподинамия, которая тоже очень распространена в современном обществе. И наиболее, вот, наверное, как третий фактор я назову стресс. Да? Причем стресс здесь очень интересно подчеркнуть, что стресс вообще для организма, он был необходим для того, чтобы добыть там энергию, глюкозу и каким-то образом побороться, например, с хищником или со стихийным бедствием и так далее. Да? То есть стресс — это кратковременное должно быть явление, когда выброс гормонов произошел, привел к определенной реакции организма, и организм справился с данным стрессом. Что происходит в современном мире? Во-первых, это чаще всего психоэмоциональный стресс и то состояние, которое я называю, что наше тело живет в прошлом. То есть мы, вспоминая ту обиду или то чувство вины, или досады и так далее, которое произошло в результате какого-то события,
вновь и вновь вспоминая, переживая его, вызываем тот же выброс гормонов и каскад тех же событий, которые обусловлены выбросом этих гормонов. То есть мы уже... и забыть. Да, то есть получается, уже все это прошло, нет, это все переживается. И, к сожалению, когда все время вот этот механизм включается, он может приводить к патологии. Поэтому действительно это, наверное, правильно, что нужно отпускать. И я скажу очень интересную вещь. В мире животных, предположим, нам с точки зрения вот нашего человеческого восприятия мира кажется, что вот эти бедные антилопы, они находятся в ежедневном стрессе. А оказывается, нет. Стресс они испытывают ровно в тот момент, когда за ними хищник гонится. Они этот стресс значит, используют для того, чтобы побороться каким-то образом за свою жизнь. А потом уже абсолютно это все забывается, приобретаются какие-то навыки, быстрее услышать и так далее. Да? Но антилопа не пребывает в какой-то ненависти к этому прайду львов или крокодилу и так далее. Да? А вот что касается нас, людей, к сожалению, вот эти наши воспоминания, которые... Я понимаю, что случаются какие-то стрессовые ситуации, когда понадобится, возможно, психолог и так далее, но когда речь идет о каких-то относительно незначительных таких вот каких-то ситуациях, да, стоит действительно это скорее забыть и понимать, что ваш организм реагирует точно так же, как будто бы это событие происходит вновь и вновь. Ну вот как раз иногда и со стрессом вот, повышенный вес всегда ассоциируют. Вот если повышенный вес, вот первый шаг какой он, если хочешь сбросить? Идти к эндокринологу или все-таки меньше есть? На самом деле я скажу, наверное, вещь, которая, может быть, кого-то обескуражит, кого-то расстроит. Да? Ожирение — это точно такое же зависимое состояние, как наркомания, алкоголизм и другие состояния, которые, к сожалению, являются хроническими. Если вот вы, наверное, слышали, то про ожирение тоже можно сказать. Если человек пребывал в весе, который по индексу массы тела фиксируется как ожирение, хотя бы какой-то период, потом, значит, он взял себя в руки, или там какие-то ситуации произошли, он, значит, снова в свой вес вернулся, нормальный вес. Либо это человек, который длительно пребывал в ожирении, потом взялся за себя, он находится всего лишь в ремиссии, точно как и зависимые от алкоголя, допустим, люди, которые всю жизнь могут прожить в трезвом уме, но при этом он является алкоголиком. То же самое про ожирение. Поэтому, если с этой точки зрения подходить к этой проблеме, то мы можем рассуждать в том числе и философски, если это зависимость, сродни тем состояниям, которые я назвала, получается, что это болезнь или распущенность. Да? Я бы, наверное, ответила на этот вопрос, что это и то, и другое. Болезнь, вызванная распущенностью. Да, болезнь распущенности, возможно, так. Да? То есть, получается, в любом случае, если мы подходим к этой проблеме с этой точки зрения, нужно решение самого человека. И если человек сам четко не принял для себя решение, что он будет избавляться от этой проблемы, к сожалению, никакие лекарственные химические воздействия, никакие эндокринологи не помогут. То есть здесь нужно такое состояние, которое называется силой воли, наверное, того, вот, чтобы мы смогли помочь. Да, вот мы буквально вкратце затронули тему гормонов надпочечников, в том числе кортизол. Давайте немножко расширим спектр обсуждаемой проблемы. Вообще в целом какой перечень гормонов вырабатывается, на что они влияют и какую патологию можно получить в случае избытка или недостатка гормонов надпочечников? Именно надпочечников, да?
Вообще, конечно, надпочечник орган, который имеет мозговой слой, корковый, да, и он является значит, органом, который зависит от гипофиза. То есть в данном случае гипофиз у нас вырабатывает адренокортикотропный гормон, да, который, в свою очередь, по системе обратной связи контролирует функцию надпочечника. Как только надпочечник в стрессовой ситуации, предположим, при болезни какой-то, при травмах, при психологических стрессах выбрасывает большое количество гормонов, а КТГ значит, подавляется и таким образом приводит к подавлению функции надпочечника. Это в норме, да, то есть гипоталамо, гипофизарная система, а КТГ в свою очередь контролируется тоже либо статинами, либо либеринами гипоталамуса, контролирует функцию надпочечника. Надпочечник в свою очередь вырабатывает значит, глюкокортикоиды, которые, мы сказали, да, отвечают и за артериальное давление, и за накопление жира в определенных частях, и за уровень глюкозы, и за иммунную систему человека и так далее. Затем это минералокортикоиды, которые отвечают за уровень натрия. И, кроме того, ведь надпочечники у нас вырабатывают предшественники и половые гормоны. То есть получается не только именно половые какие-то органы, в частности яичники и яички, вырабатывают женские и мужские половые гормоны, это в том числе и надпочечники. Поэтому спектр тот, который затрагивается из-за патологии надпочечника, достаточно широкий. В лабораториях сейчас можно сдать огромный перечень анализов, как мужские, так и женские гормоны. Что в первую очередь необходимо делать в плане профилактических анализов? Какие гормоны необходимо сдавать людям? Вы имеете в виду из гормонов вообще всевозможных, да? Ну, все-таки в любом случае, наверное, это должно быть назначение врача, поскольку многие эндокринные нарушения, даже не заболевания, они зачастую уже вот фенотипически или внешне, по крайней мере, опытным эндокринологам очень хорошо считываются. Да? Либо мы начинаем исходить из той проблемы, которая беспокоит пациента. Поэтому, наверное, лучше все-таки, чтобы это был первичный осмотр эндокринолога, затем назначено исследование гормонов, поскольку многие гормоны, они имеют какие-то определенные условия для того, чтобы их сдавать. Например, лютеинизирующий, фолликулостимулирующий гормон и так далее, женские, они сдаются на 5-8 день цикла. Либо если у женщины аменоррhea, тогда мы с ней договариваемся, что она в любой день цикла сдает, но при этом эндокринолог об этом знает, предположим. Да? Многие гормоны сдаются натощак, кровь из вены. Что такое натощак, тоже надо пациентам объяснять, потому что они считают, что если они не позавтракали, значит, это уже натощак. Но при этом ужин был в районе 2 часов ночи. Да? То есть вот эти моменты тоже надо обговаривать. Но очень часто мы исследуем, если речь идет, например, об исключении эндокринного ожирения, это кортизол, и чаще всего лучше его в слюне посмотреть, поскольку это очень капризный анализ. Но я всегда в крови тоже смотрю. Следующее — это уровень инсулина, либо его предшественника С-пептида. Следующее — это обязательно гормоны щитовидной железы, чтобы исключить гипотиреоз, о котором я сказала. И в этом смысле гормоны щитовидной железы чаще всего в купе с гормоном гипофиза, тиреотропным гормоном исследуются. Ну а дальше поглубже, наверное, например, если это мужчина с геноидным типом ожирения, мы подозреваем, что речь идет о гипопитуитаризме, который
источник гипогонадизма, а затем ожирения, то уровень тестостерона посмотреть. А если мы подозреваем дефицит тестостерона надпочечникового генеза или наоборот его переизбыток у женщин, предположим, с гипертрихозом, да, с повышенной волосатостью, то посмотреть предшественники тестостерона надпочечникового генеза. Это вот 17-OHPG, например, да, эстрадиол и так далее. Вот эти вот предшественники тоже зачастую смотрим. Но не могу не поговорить о сахарном диабете. Вы сами сказали, что это самая лидирующая патология у нас в республике, сахарный диабет второго типа. Как выставляется диагноз, на основании каких показателей и какое назначается лечение? Сахарный диабет второго типа, так же, как и в диагностике любых других типов, это исследование уровня сахара в крови натощак венозной крови. То есть это должна быть кровь не из пальчика по глюкометру, как часто делают на, допустим, экспресс-тестированиях. Я не говорю, что это не нужно. Это нужно делать, это мы увидим тенденции, но мы сейчас говорим о диагностике очень серьезного пожизненного, можно сказать, заболевания. Да? То есть это должна быть кровь из вены. Норма сахара в крови натощак до 6,1 миллимоль на литр. И надо понимать, что это единицы миллимоль на литр, потому что существует миллиграмм на децилитр, другие единицы там путем умножения на коэффициент, да, получаем. Но мы апеллируем именно миллимолями на литр. И если вот этот уровень тощакового сахара выше, и при этом есть какая-то проблема в виде сухости во рту, плохо заживающих ран, постоянной слабости у человека и так далее, мы делаем пробу сахарной нагрузкой. В науке она называется глюкозотолерантный тест. То есть первая точка будет это сахар в крови венозный натощак, затем дают нагрузку, это 75 грамм глюкозы, растворенные в 300 миллилитрах воды. И этот сироп, значит, исследуемый должен выпить в течение 3-5 минут. Выпивает и снова смотрим через 2 часа. И там у здоровых людей должен быть уровень ниже 7,8 миллимоль на литр. Если уровень от 7,8 до 11,1, мы состояние это называем нарушенная толерантность к глюкозе, то есть уже преддиабетическое состояние. И если речь идет о диабете, там уже сахар будет выше 11,1 миллимоль на литр. Ну вот если, допустим, преддиабет, можно ли успеть не довести до диабета? Да, безусловно. С этого момента уже исследуемый должен встать в группу наблюдения терапевта, и обязательно начинается работа с факторами риска, да, которые мы сегодня упомянули. Это ожирение, это, значит, гиподинамия. Обязательно вообще как такое метаболическое заболевание, сахарный диабет, оно очень часто сопряжено с так называемой коморбидностью. То есть у пациентов зачастую бывает дислипидемия, нарушение жирового обмена. Очень часто у них бывает артериальная гипертензия. Очень часто нарушение значит, пуринового обмена, то есть там мочевая кислота высокая, да, суставы болят и так далее. То есть все эти метаболические показатели тоже нужно с этого момента уже начать корректировать. Да? И ставим более реальные задачи. Это снижение веса хотя бы на 10% от сегодня существующего. И далее идет контроль, изменение образа жизни, питания для того, чтобы пациент смог избежать манифестации или начала сахарного диабета второго типа. А лечение? Лечение всегда у нас идет в зависимости от уровня гликированного гемоглобина. Да? Вот когда я говорила о диагностике, я не упомянула о данном критерии, в том числе и диагностики и критерии компенсации диабета, который тоже очень необходим, и он отражает
каков был сахар примерно последние 3 месяца. То есть обмануть его очень сложно. Тощаковый сахар еще как-то может... Тут поел, там не да, поел. Да, где-то там что-то может не так, да, отражено быть. Гликированный гемоглобин обмануть практически невозможно, и он нам отражает, какой вот в последние 3 месяца был уровень. Чем выше уровень гликированного гемоглобина, он в процентах, тем, соответственно, был выше уровень глюкозы крови у данного пациента. И в зависимости от того, какой уровень гликированного гемоглобина на старте, когда я задумываюсь о назначении терапии, эндокринолог будет принимать решение, какую терапию для него начать. Если это не такой уж высокий уровень, мы изменили образ жизни, значит, поговорили о снижении веса, чаще всего все-таки золотым стандартом в начале, значит, терапии является препарат метформин. Да, это препарат из группы бигуанидов, единственный разрешенный в России, который под разными коммерческими названиями выпускается, и он именно воздействует на звено инсулинорезистентности, да, то есть улучшает чувствительность клеток к инсулину. Поэтому чаще всего, наверное, мы встречаемся с тем, что назначается метформин. Затем, в зависимости от клинических проявлений, от уровня гликированного гемоглобина, вообще от тех проблем, с которыми встретился данный пациент, и как оценивает эндокринолог его, может ли он часто самоконтролироваться, насколько он дисциплинирован, каков у него возраст, есть ли у него поздние осложнения и так далее, и так далее, и так далее, он принимает решение о назначении какого-либо препарата из второй линии. Да? Это могут быть ингибиторы SGLT2, которые сейчас уже кардиологи стали назначать для снижения риска хронической сердечной недостаточности. Да? Прекрасная группа препаратов, которая просто вот выводит глюкозу искусственно с мочой. Да? То есть мы вызываем искусственную глюкозурию. Но, соответственно, тоже есть определенные нюансы, не всем подходит. Обязательно нужно это дело продумывать. Другая очень популярная группа препаратов называется ингибиторы DPP-4, да, дипептидилпептидат 4 класса, которые в свою очередь ингибируют тот гормон, даже не гормон, такое вещество, которое называется глюкагоноподобный пептид-1, который, кстати говоря, у больных с диабетом вырабатывается в небольшом количестве, и он тоже имеет рецепторы, в том числе и в головном мозге, в центре насыщения. И если у человека достаточное количество глюкагоноподобного пептида-1, то, соответственно, он будет вовремя ощущать насыщение. Да, тоже получается, это одно из звеньев патогенеза второго типа диабета. Поэтому, когда мы назначаем либо заместитель, то есть агонист к рецептору ГПП-1, это группа препаратов инъекционных, либо вот этот ингибитор DPP-4, который его ингибирует, я наверное, очень сложно, да, говорю, то мы тоже добиваемся такой вот очень корректной глюкозозависимой секреции инсулина и тем самым более безопасного снижения сахара в крови. Вот по поводу вегетарианства. Вегетарианство, мое мнение. У меня есть среди друзей вегетарианцы, и это влияет это? В принципе, я вижу, что они абсолютно ведут полноценный образ жизни, абсолютно не страдают, у них очень широкий ассортимент, скажем так, да. Но здесь важно понимать, что вегетарианство, оно бывает разным. Есть веганы, есть вегетарианцы, которые яйцо не едят, предположим, да, и рыбу и так далее. Но здесь необходимо понимать, что вегетарианство — это не только вот травки, фрукты и овощи. Это скорее огромный класс, который должен вообще у здорового человека составлять 60% в рационе длинных углеводов. То есть это длинные углеводы, источник всех витаминов и так далее, они получают и в том числе белок необходимый, который содержится в большом количестве в этих длинных углеводах. Спортсмены.
Да? Ну, у нас, опять же, притча во языцах, когда наши качки любят употреблять, сидеть на определенных препаратах. Насколько это полезно для здоровья? Ну, если говорить вообще о спортсменах профессиональных, чаще всего и, наверное, сами спортсмены это знают, и спортивная медицина, это абсолютно какой-то другой класс, ну, как бы другая медицина с другими целями, скажем так, для достижения результатов. И зачастую бывает, что они в том числе и ну, подрывают резервные возможности организма и так далее. Да? То есть если это речь идет о таком вот прям жестком спорте, который недолговечен и который идет на результат. Если говорить о спорте в целом в жизни, да, как физкультура и так далее, то это, конечно, здорово. Если говорить непосредственно о так называемых качках, которые используют какие-либо значит, ну, вещества, пептиды, гормоны и так далее, я знаю, что очень многие используют гормоны роста, предположим. Да? Это, безусловно, классный эффект, поскольку на гормонах роста у человека немыслимые силы появляются, мышечная масса растет очень хорошо. Но если этим начать злоупотреблять, это, соответственно, уже начинается тот комок проблем, который стоит в основе уже патологии, да, той же самой акромегалии. Да, то есть это и кости, это и сахарный диабет, это и сердечно-сосудистая система, и печень и так далее. Да? То есть здесь очень зыбкая граница, когда мы можем говорить о том, что вот это можно, а это уже опасно. Да? Поэтому эндокринолог, который не является спортивным врачом и так далее, никогда гормоны с такой целью назначать не будет. Я знаю, что и инсулин используют молодые люди как анаболик для того, чтобы побыстрее наращивать мышечную массу. Ну, хотя на инсулине больше растет жировая масса, которую они потом перерабатывают в мышечную массу. Да? То есть это достаточно сложный путь и очень опасный, потому что могут в любой момент случаться очень опасные для жизнедеятельности состояния, которые называются гипогликемия. То есть вообще на самом деле это такая интересная история, что гомеостаз глюкозы в организме человека регулируется очень-очень четко. И наше основное, наше начальство, наш головной мозг, в общем-то, питается одной глюкозой. И ему его нужно достаточно большое количество. Поэтому состояние, когда человек пребывает в относительно высоких сахарах, даже длительное время, не так страшно, как пара минут падения уровня сахара в крови. Да? Поэтому вот если говорить о том, что используют инсулин, это очень опасно. БАДы? БАДы. БАДы тоже неоднозначно к нему вообще относятся многие. Мы знаем страны, где БАДы вполне себе активно назначаются, в том числе и врачами, да, и мы понимаем, что это, в общем-то, скажем так, с патентами, да, вещества. Я сама являюсь разработчиком БАДа, в частности, на основе лишайниковых олигосахаридов. Но, тем не менее, мы, как врачи, сейчас должны назначать только те препараты, которые прописаны в клинических рекомендациях. БАДов там никогда не бывает. Но, опять же, говоря о том, что все-таки я склоняюсь к тому, что, например, всегда было понятие использования каких-то природных наших ресурсов, где мы родились, где содержится кладезь каких-то полезных веществ. Да? Вот в частности, там, толокнянка, допустим, там, брусника. Прекрасно знаем, что является мочегонным, снижающим артериальное давление и так далее. Да? Почему бы это не использовать, как вот народная медицина, в комплексе для лечения тех или иных состояний?
Следующий момент, например, если говорить о патологии щитовидной железы, мы очень часто говорим о том, что это дефицит йода, и практически при дефиците йода мы имеем сертифицированные лекарственные препараты йода, но мы знаем в патогенезе, как это происходит, что всегда нужен селен, но в виде селена нет такого лекарства. Да, вот в Штатах, я знаю, есть зарегистрировано, у нас нет такого лекарства. Поэтому я часто советую, если вы берете какие-то поливитамины, БАДы, то посмотреть, чтобы там был селен. И, наверное, стоит отметить фитоэстроген. Тоже вполне себе хорошая история, когда женщина уходит в менопаузу, особенно с какими-то клиническими проявлениями климакса. Если нет пока принятия решения о заместительной гормональной терапии, то очень часто назначают фитоэстрогены. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что у нас в студии в рамках интересной познавательной беседы была наша гостья, главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, заместитель директора по клинической работе Медицинского института Северо-Восточного федерального университета Любовь Ахмедовна Садыкова. Ну а с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. На этом выпуск программы «Якутия Лайф. Мой доктор» подошел к концу. Меня зовут Иван Луцкан. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем, чем живет Якутия. И, безусловно, в конце программы я всегда желаю всем нам здоровья. Всего доброго. До свидания.